Ангелами заполнены все небеса и земли. Их количество не поддается счету, и оно известно лишь Творцу. Всевышний наделил их большими способностями. Вместе с ангелами ниспосылается милость Аллаха, и нисходят они в благие места, где совершается добро. В их числе следующие. Первое. У могилы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. В хадисе, который привел ад-Дарими, говорится, что не наступает день, чтобы не спускались на землю 70 тысяч ангелов, которые окружают могилу пророка, алейхиссаляту вассалям. Они бьют своими крыльями и благословляют посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, до наступления вечера, после чего они восходят на небеса, и спускаются другие ангелы, подобные им, и делают то же самое. И так это будет продолжаться до тех пор, пока над ним не раскроется земля, и он выйдет из своей могилы. Его будут сопровождать 70 тысяч ангелов. Второе. Там, где читается священная книга Господа, Коран. Место, где звучит речь самого Создателя, не может не осветиться присутствием таких благословенных его созданий, как ангелы. В хадисе, приведенном имамом Муслимом, говорится: когда соберутся люди в доме Аллаха для чтения и изучения Корана, снизойдет на них душевное спокойствие и накроет их милость Божия. Окружат их ангелы, и Господь говорит о них тем, кто рядом с ним. Третье. В момент зарождения души в утробе матери. Ангел вдыхает душу в эмбрион, находящийся в утробе матери, и с этого дня начинается жизнь. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, изрек: «Поистине, сотворение каждого из вас происходит в материнской утробе. В течение 40 дней в виде капли, затем столько же времени в виде сгустка крови, и потом еще столько же в виде кусочка плоти. А после к зародышу отправляется ангел, который вдыхает в него рух, дух. Одновременно с этим ангел получает веление записать 4 предопределения для этого создания: его удел, срок жизни, деяние и конечный исход. Уйдет он из этого мира счастливым или несчастным». Хадис привели имамы Аль-Бухари и Муслим. Четвертое. Там, где поминают Бога. Поминание Аллаха, зикр, это правитель деяний, приближающих ко Всевышнему. И места, где совершают зикр, осеняются присутствием ангелов. Хадис, который привел имам Аль-Бухари, гласит: «Поистине у Господа есть ангелы, которые странствуют по дорогам в поисках тех, кто поминает Бога. Когда же они находят таких людей, то зовут друг друга: скорее, здесь то, что вы искали». И они окружают поминающих своими крыльями до самого нижнего неба. Пятое. Места молитв. Намаз является столпом ислама, признаком веры в Бога и поклонения Ему. Молитва содержит в себе множество благ и ценностей. Поэтому ангелы посещают места молитв верующих, о чем свидетельствуют многочисленные хадисы. В одном из них говорится, что ангелы просят прощения за того, кто после намаза поминает Аллаха, не вставая со своего места. Хадис привел имам Муслим. Шестое. Там, где обращаются с мольбой ко Всевышнему. Ангелы принимают участие в мольбе верующего, когда он просит в ней за кого-то. В изречении пророка, алейхиссаляту вассалям, приведенном имамом Ахмадом, говорится, что каждый раз, когда человек просит за своего брата по вере, у его изголовья объявляется ангел, которому поручено Всевышним говорить: «О Аллах, прими его мольбу и дай ему подобное тому, что он просит для брата своего единоверца». Седьмое. При посещении больного. Посещение людей, которых постиг недуг, является весьма благим деянием, и ангелы непременно принимают участие в этом. В хадисе, приведенном Абу Даудом и Аль-Хакимом, говорится: если человек ночью отправится навестить больного, то вместе с ним выходят и 70 тысяч ангелов, которые до самого утра просят Всевышнего о прощении его грехов. Также отправляются 70 тысяч ангелов вместе с тем, кто вышел посетить больного утром, и они до наступления вечера просят об отпущении ему грехов.